На календаре сентябрь, школьники сели за парты. Однако новый учебный год в некоторых городах Центральной Азии обнажил проблему нехватки мест в школах с русским языком обучения. Оказалось, что многие родители предпочитают отдавать своих детей в русские классы. В Таджикистане в этом году в школах с русским языком обучения на одно место претендовали по 5-6 детей. Главной причиной популярности русских школ здесь называют более высокий уровень преподавания. У входа в 21-ю русскоязычную среднюю школу Душанбе имени Юрия Гагарина висит объявление: прием детей в первые классы завершен. В этом году из более чем 400 желающих приняли 210 детей. Сюда стремятся попасть ради качественного образования на русском языке. Предпочтение отдавалось детям из русскоязычной среды. Не важно, что дети не из русских семей. Важно, чтобы они были из русскоязычных семей. Возможно, они говорят дома с матерями на русском языке. Это могут быть татары, азербайджанцы, украинцы, то есть не таджики. И второй приоритет в том, чтобы один из родителей был русскоязычным. Почему? Потому что ребенок, вступивший в первый класс, должен как минимум общаться по-русски. Завуч Йодгур Шарипов подчеркнул, что обучение в школе проходит по программе, утвержденной Министерством образования Таджикистана. Вспомогательные или методические материалы преподавателей в этой русской школе возятся из России. Однако количество школ с русским языком преподавания не так велико. Из 3500 общеобразовательных школ по всему Таджикистану всего 26 школ с русским языком обучения, а 132 школы смешанные – таджикско-русский или узбекско-русский. Русский язык более удобен. Завтра мой ребенок сможет работать в любой из бывших союзных республик. Но если даже они останутся здесь, они будут знать таджикский. Потребность в знании русского языка диктует и экономическое положение страны. 1 миллион жителей Таджикистана находятся на постоянных заработках в России, а поколение, не знающее русского языка, вынуждено заниматься черной, малооплачиваемой работой. Те, кто еще тоскует по СССР, уверены, что именно русский язык может для их детей стать окном в Европу. В школах с таджикским языком обучения уровень образования зависит от престижности школы. Обычно более высокий уровень у частных или международных коммерческих школ. Опросы показывают, что людям немаловажно вкладывать средства в образование детей, рассматривая эту статью семейного бюджета в качестве инвестиций в будущее. В Казахстане в прошлом учебном году было 2,5 миллиона учащихся. Из них более 800 тысяч, по официальным данным, обучались на русском языке. По официальным данным, за 2013 год в Казахстане более 7 тысяч средних школ. Из них около 1500 с русским языком обучения, более 2000 школ смешанные. Провожать не надо нас, мы сказали маме. А в какой идем класс, догадайтесь сами. Директор средней школы в городе Актубе говорит, что в этом году открылись новые классы на русском языке. Но она отказалась сказать это на камеру. Может быть, это связано с высокой рождаемостью, может быть, какие-то там другие, может быть, причины есть, но очень много желающих обучать детей именно на русском языке. Дана Курмаш учится в 9 классе средней школы в городе Алматы. Она обучается на русском языке. Родители учились в русском классе, поэтому я перешла тоже в русский класс. На русском языке в Узбекистане обучается в несколько раз меньше учеников, чем в конце 80-х годов прошлого столетия. Но в последние годы все больше родителей стали устраивать своих детей в русские школы. Считается, что вопрос знания русского языка здесь становится все более актуальным в свете трудовой миграции в Россию. Это одна из самых старых и типичных на данный момент русских школ Ташкента. И каждый ученик русской школы знает, что надпись «Хуш келіпсіз» означает «добро пожаловать». Хотя спустя 23 года с момента независимости русскоязычное население сократилось во много раз, популярность русских школ среди узбеков неуклонно растет. Родители обращают внимание на то, что почти все первоклассники из узбекских семей, и привели их в надежде на то, что здесь они научатся писать, читать и говорить на русском. У Инабат Юнусовой 2 внука ходят в русскую школу. Ну а что там в узбекской школе делать? Если в русскую школу пойдет, он будет быстрее английский язык, ему легче будет доставаться.
Потом все равно у нас в русской школе больше знаний дают здесь. Все равно узбекская интеллигенция, все равно все в русскую школу ходят. Я так считаю, что все равно кругозор выше будет. По последним данным, доля русских школ составляет чуть больше 8,5% из всех почти 10 тысяч общеобразовательных школ Узбекистана. Эти школы в основном расположены в больших городах. Туркмено-российская школа имени Пушкина является также центром русской культуры в Ашхабаде. Здесь регулярно проводятся пушкинские праздники, дни русской словесности, литературно-музыкальные вечера. При этой школе есть русский драмтеатр. В некоторых средних школах в Туркменистане есть отделения на русском языке. Эти школы считают престижными. Но большинство родителей стремятся определить своих детей в туркмено-российскую школу имени Пушкина. Обучение здесь полностью на русском языке. Эта школа в Ашхабаде основана в 2002 году. В ней учатся 900 школьников. Им преподают 70 учителей, 30 из которых учителя высшей и первой квалификационных категорий. Как сообщает официальный сайт школы, здесь развивают творческие способности ребенка с помощью русского слова. В Кыргызстане в последние годы возникла проблема с перегруженностью русских школ. Эксперты объясняют эту тенденцию выбором в пользу качественного образования и ростом трудовой миграции в Россию и Казахстан, где от кыргызов требуют знания русского языка. В Кыргызстане число желающих отдать своих детей именно в русские школы растет с каждым годом. В республике с русскоязычным обучением только 203 школы, где учатся 133 тысячи учеников, а школ с кыргызским языком обучения более 1400. Мы посетили одну из русскоязычных школ столицы, где вместо 4 положенных в этом году набрали 7 первых классов. Наша школа рассчитана проектная мощность 1200 человек. На сегодняшний день в школе обучается 2500 детей. Такая ситуация сложилась у нас уже давно, в течение, наверное, последних 10 лет. Количество детей достаточно большое, больше, чем может вместить школа. В этой школе в этом году впервые открыли первый класс с кыргызским языком обучения, но, по словам учителей, родители переводят детей в русские классы. Основные причины популярности – это стабильный педагогический состав. Русскоязычные школы обеспечены учебниками и принадлежностями в полном объеме, они более качественные. Ну, потому что я сама закончила русскую школу, из-за этого отдала. И, во-первых, из-за того, что, что скрывать, по району мы сюда относимся, близко к дому. Выбор поэтому пал на русскоязычную школу. И хотелось бы, чтобы ребенок владел несколькими языками, не только родным, но и русским. Другой причиной роста популярности школ с русским языком обучения является трудовая миграция в Россию и в Казахстан, где только по официальным данным находится около более 500 тысяч кыргызстанцев, и им приходится сдавать экзамен на знание языка. В последние годы все мы знаем, миграция огромная. Это Российская Федерация, это Казахстан, где знание русского языка очень важно. Те, кто собирается выезжать на заработки, они пытаются овладеть русским языком, изучают историю России. По мнению экспертов, аналогичная ситуация сложилась во всех школах с русским языком обучения, и такая тенденция роста популярности русских школ будет долгие годы. Джилдус Распакова, Мирлан Тухталиев, Айгерим Акылбекова специально для «Перекрестка» из Бишкека. Герои наших репортажей объясняют выбор обучения на русском языке в основном тем, что знание русского языка расширяет их возможности для продолжения образования и трудоустройства. Эти ожидания, похоже, показывают, что русский язык в современной Центральной Азии по-прежнему будет востребован.